Я хотел бы рассказать одну историю. Я работал в Крыму журналистом и в 90-х годах, и я отлично помню, и я об этом еще много писал, когда Мешков планировал отсоединение Крыма от Украины, и когда в Крым приехало правительство Сабурова, и они все это мутили, эту воду, для того, чтобы присоединить Крым к России и отсоединить его от Украины. Но был один момент, который их очень сильно сдерживал. А именно, Мешков говорил, что как только мы присоединимся к России, Украина отключит нам газ, Украина отключит нам электроэнергию, Украина перекроет нам воду, значит, и так дальше. То есть эту опасность тогдашняя власть Крыма, они осознавали еще с 90-х годов. И разрабатывали уже тогда какие-то методы, смешные, правда, чтобы преодолеть значит, эти все ограничения и действия Украины против аннексированного Крыма, так скажем. Вот. И Мешков планировал, и тогда об этом широко рассказывал, кстати, такие довольно смешные действия. Например, он говорил, что если нам Украина отрубит электричество, то вот на северных морях у России много списанных подводных лодок с ядерными Реакторами, установками. да. Вот. Нужно будет притянуть эти ядерные лодки и восстановить по периметру Крыма, запустить ядерные реакторы, соединить это все в единую энергетическую систему. И таким образом, тогда, в 90-х годах, Мешков планировал решить проблему электроснабжения Крыма. Он говорил, что если нам Украина отрежет воду, то у нас есть много танкеров, и мы будем в Краснодаре наполнять их, в Краснодаре и там будем наполнять их пресной водой, построим в Ялтинском порту и другом порталы, и эти танкеры будут подсоединяться к Системе этим порталам, водоснабжения, да. и по трубах будем разгонять эту воду по всему Крыму. Какой деятель был стратегический. Это такое придумать. Да, но насчет газа он тоже говорил, что он не думал, что это снабжение газа с Азовского моря, из Черного моря, из шельфа тоже будет прекращено, и поэтому он тоже собирался газ возить газгольдерами в Крым. И вот я теперь думаю, вот и когда я писал этот материал, значит, за который меня преследовали, который назывался «Блокада. Необходимый первый шаг к освобождению Я помню Крыма», его, да. вот, то там есть такая одна мысль проведена о том, что если бы Украина блокировала Крым сразу же после аннексии, то есть вот 18 марта они подписали соглашение о присоединении, да, и приехал Константинов и Аксенов и севастопольский начальник приехали назад в Крым, а тут Ни света, ни воды, ничего. да.